Никто не ожидал, что они будут настолько безжалостны. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете то, что таджики никогда не простят правительству Таджикистана. Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого важного. Год назад в Хароге началась протестная акция, перекинувшаяся затем в Рушанский район. Власти ответили на протест объявлением контртеррористической операции. В результате погибло более 3 десятков человек, сотни приговорены к длительным срокам заключения, столько же покинули Таджикистан. 16 мая группа молодых людей направилась с микрорайона Бархарог в сторону центра города, чтобы выставить свои требования руководству страны. Они потребовали расследование убийства жителя Рошт-Калинского района Гулбидина Зиёбекова и 2 участников митинга в ноябре 2021 года, прекращение преследования жителей Гбао, а также отставку мэра Харога и председателя Гбао. Власти отказались рассматривать их требования и против демонстрантов применили слезоточивый газ и резиновые пули. Когда мы дошли до моста в районе Бойня, увидели, как многих участников митинга, получивших ранения, сажают в машины и отправляют в безопасные места. Некоторых отвозили в медицинский центр, который находится в этом районе. Тем, у кого были легкие ранения, оказывали помощь на месте. Вечером 16 мая в центре Харога от огнестрельного ранения был убит 31-летний житель этого города Замир Назаришоев. Я знал Замира лично. В тот вечер несколько ребят хотели преградить дорогу военной техники, которая направлялась в район демонстрации. Дорогу закрыли в центре города, напротив второй школы и офиса Университета Центральной Азии. В это время, как рассказывали очевидцы, Замир получил пулевое ранение и скончался. МВД Таджикистана в это время сообщило, что Замир Назришоев был ранен при нападении на здание областного суда, в ходе которого получил ранение и скончался в больнице. 17 мая протестная акция началась в Рушанском районе, где местные жители перекрыли дорогу Душанбе-Харог. Наше требование заключалось в том, чтобы дополнительные силы не были введены в Харог и не произошло кровопролитие. Собравшиеся хотели это предотвратить. 18 мая МВД Таджикистана сообщило о начале контртеррористической операции в Рушане. В сообщении отмечалось, что операция проводится в ответ на перекрытие международной трассы Таджикистан-Китай и нападение на военную автоколонну. 18 мая без предупреждения началась стрельба. ОМОН из Душанбе и Хатлонской области прибыло в район. Альфа еще 16 мая уже была там. Все началось у районного отделения милиции, где сидела группа ребят. По ним начали стрелять. Вначале ударили 3 раза с гранатомета по высотке над Вамаров, где находились 2 ребят с биноклем и телефоном и сообщали о происходящем. Чуть позже подлетел вертолет, с которого также начали бить по ним. МВД Таджикистана в опубликованном сообщению 19 мая 2022 года сообщила, что в результате антитеррористической операции задержано 114 человек. Жители Рушанского района говорят, что они заходили ко всем в дома и увозили с собой всех молодых людей, даже школьников, у которых были крепкие телосложения. Среди задержанных были и те, тела которых позже было передано их родным. Например, наш брат Алишер ночью вернулся из Душанбе. Его задержали живым на глазах у его детей, но позже нашли его тело. По домам ходили 5 специальных групп, но больше всего жители ужаснулись от тех, кто были в черной одежде. Они вели себя очень жестоко. Именно они увозили молодых ребят. Некоторых убили по пути в заставу. В сообщении МВД от 19 мая 2022 года отмечалось, что в ходе спецоперации было изъято 24 автомата Калашникова, 5 пулеметов, 18 пистолетов разных моделей, 4 винтовки ТОЗ-18, 11 гранатов F1, 86 и другое оружие. Житель Рушанского района отмечает: нет, у населения не было такого оружия. Возможно, у нескольких были какие-то охотничьи винтовки, но не в большом количестве. Просто никто не ожидал, что такое возможно и так безжалостно будут убивать людей. По данным МВД, в ходе спецоперации в Рушане погиб 1 офицер, 13 сотрудников силовых ведомств получили ранения. Насколько мне известно, со стороны силовиков не было тяжелых ранений, были ранены в ногу в основном. У них был 1 погибший, но неизвестно, как он был убит и кем.
Через месяц после событий в Рушане в июне 2022 года Эмомали Рахмон на встрече с руководителями местных республиканских органов власти в Дангаринском районе заявил, что не было иного выхода. По его словам, власти пытались урегулировать ситуацию путем переговоров, но в Рушане избили председателя района, избили зампреда, понимаете, женщину-таджичку. А когда подъехала колонна нацбезопасности, они ранили 13 военнослужащих. Один офицер погиб, но другого выхода не было. Эмомали Рахмон добавил, что в Рушане была перекрыта дорога международного значения. 220 тысяч человек оказались в изоляции, и цены в Хароге взлетели до небес. Жители отмечают: да, эта женщина является замом председателя района, но никто ее не избивал, это ложь. Она пришла и начала нецензурно выражаться в адрес молодых ребят. Они также начали с ней говорить на высоких тонах. Причина была в том, что ее машину не пропускали к району администрации. Но перепалка была только словесной, и дорога была закрыта не полностью. Все пассажиры, даже некоторые грузовые машины могли проезжать, не пропускали только военную колонну. По официальной информации, в ходе событий в Хароге и Рушане были убиты 29 человек. Независимые СМИ подтвердили личности не менее 34 погибших. Власти называют их членами преступных группировок, но родственники жертв утверждают, что большинство из них были простыми мирными жителями. У них не было оружия. Как вы относитесь к такой ситуации? И к тому, что жители не могут это простить, ведь они не ожидали такого от правительства. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!